Ровно 28 лет назад, 30 октября 1992 года, Хадиза Гетагазова последний раз видела своего отца. В память о нем у нее остались только 2 фотографии. Их семья была в числе последних 50, которые покидали поселок Южный города Владикавказа. Тогда Идрис Гетагазов отказался уезжать. Ему на тот момент было 66 лет. Он сказал, что я в Казахстане находился столько времени и возвратился домой на свою исконную землю и построил дом. А сейчас тем более свой дом я не покину. Хадиза вспоминает, как уговаривали отца всей семьей уйти вместе с ними, особенно мать. Когда поняли, что отец не согласится, 2 сестры, брат и мать ушли через лес вместе с остальными ингушами, оставшимися в поселке. Правда, 19-летняя на тот момент Хадиза не сдавалась. Она, оставив своих в лесу, рискуя жизнью, не побоявшись обстрелов, вернулась назад, чтобы попытаться еще раз убедить отца уйти с ними. Я когда за отцом 2-3 раза с леса побежала домой и его вывести, он мне сказал: еще раз, если ты домой придешь, то уже больше ты отсюда не выйдешь. 3 дня сквозь холод, дождь, снег и голод они добирались до Алкуна. Все это время они надеялись, что отец их догонит, найдет. Это нам рассказала очевидец. Она сидела в подвале, эта женщина, Цицкиева Диба ее звали. Она встретила моего отца, и когда отец ей сказал: Диба, ты как ты вообще тут, что творится, как ты смогла добраться? И папа ей сказал: где-нибудь спрячься, побудь в подвале, как все утихнет, это, может, мы через лес как-нибудь переберемся и выйдем. После Идриса Гетагазова никто не видел живым и ничего о нем не слышал. Долгие годы Хадиза вместе с семьей искали отца, ходили на опознание, но все попытки были тщетные. Они уже потеряли надежду найти его живым, но очень мечтали хотя бы похоронить отца, как полагается. Хадиза даже устроилась работать в комитет содействия поиску заложников и без вести пропавших и продолжала искать отца и помогать и другим. В 2009 году в сердце вновь поселилась надежда. 20 неопознанных захоронений по поручению властей региона эксгумировали и направили на исследование в военную лабораторию в Ростове. Хадиза надеялась, что среди них тоже может быть ее отец. Мы наш комитет, неделю с утра до ночи мы работали по этой ДНК-экспертизе. Все эти годы на этом мемориальном комплексе внимание Хадизы привлекала могила под номером 6, где был похоронен неопознанный мужчина 60-65 лет. Возраст совпадал. Идрис Гетагазов все это время действительно был совсем близко, а все результаты ДНК совпали. Я не знаю, как-то у меня постоянно к этой могиле, у меня что-то знаете, оказывается, действительно в этой могиле лежал мой отец. 3 черта с надписью Гетагазов Идрис Хаспотович, убит в 92 году. Я на 3 черта тагана сюда цуазу от Кашмашкувала. Матери Хадизы не стало в 2006 году. Она умерла, так и не узнав, как сложилась судьба мужа. Но перед смертью попросила похоронить ее на Гуазот-Кашмаш. Что-то подсказывало, что Идрис захоронен именно там. Их могилы расположены недалеко друг от друга. После комитету содействия поиску заложников и без вести пропавших осенью 1992 года удалось установить судьбу еще 11 неизвестных похороненных. Этот комитет был сформирован еще в 1992 году. Работа по поиску продолжается по сегодняшний день. Мы ее и будем делать, пока мы в состоянии двигаться. Это однозначно. Мы сейчас... Банк данных у нас есть, введен в общероссийский банк данных. На территории России, если где-то обнаружатся останки, сверят по этому банку, и можно будет установить судьбу.
эту книжку. В этой книге собрана информация о без вести пропавших в 1992 году. Идрис тоже в этом списке до сих пор. Он был одним из тех людей, который пострадал просто за то, что мирно жил со своей семьей. Работали, учились и в один момент потеряли все. От дома остались руины. Хадиза по сегодняшний день прописана в поселке Южном, по тому же адресу, где родилась и выросла. Улица Гайдара, 23. Эту прописку она не меняла и в будущем планирует построить дом на отцовской земле и прожить там оставшуюся жизнь. Я обещала матери, хоть я останусь одна, все равно я возвращусь и построю дом на этом месте, где жили мой отец и мать. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.